Вот молодцы. А вот у меня вот есть сказка, где медведи не знали, что такое спасибо. Вот. Одна бабушка в маленькой деревне жила, там немного народу жили. Она стряпала пельмени. И говорит, сейчас весь поселок, всю деревню накормлю пельменями. Вышла на крыльцо и закричала на всю деревню: «Эй, соседушки, приходите все пельмени кушать, всем хватит!» А все и слыхали. И даже слыхали два медведя, которые недалеко в лесочке, от небольшого лесочка гуляли. Мишка, сыночек, и медведиша мама. Мишка говорит: «Мамка, идем пельмени кушать, всех зовут пельмени кушать». А медведиша мама говорит: «Да я тоже люблю пельмени, пойдем». И пошли они к этой деревне, к этой бабушке. Ничего не стучали, ничего, открывают двери, заходят, а там все уже соседи пришли, за столом сидят, а бабушка им пельмени подает в тарелочке. Как увидели медведей, испугались все. И кто в дверь проскочил, кто в окно прыгнул от страха. Только одна бабушка, хозяйка, и от испуга сидит около печки и молчит. Она, вот. А медведи подошли к столу, все тарелки вырезали, выхлебали, все пельмени съели, животики погладили и пошли к дверям. А тут бабушка и говорит: «А где же ваше спасибо?» Медведи посмотрели друг на друга. О, ей ничего не сказали, пошли дальше. А когда пришли они в свой лесочек, шутка спрашивает: «Мамка, а где наше спасибо? Куда мы его потеряли?» Мамка говорит: «Не знаю, дай искать». И они давай искать спасибо. Вот поднимают травки, кочки, ищут везде, спасибо нигде не валяется. Нет. Что А вы же видите это спасибо, нет? Нет, его надо говорить, потому что... Во, правильно. Вот. А потом идет, давай, говорит, спросим, он говорит, это волк идет, давай спросим, может, он знает, где у нас спасибо. Эй, волк, братец! А что? Говорит: «Ты, говорит, спасибо наше не видал?» Волк ничего не сказал, вот так взял лапой, покрутил вокруг висков, ничего не сказал и ушел дальше. О, что ты, говорит, какой волк некультурный. Взял виской, покрутил лапой и ничего не сказал. Давай он там, вон, видишь, девочка на полянке, смотришь, какая у нее вот костичка, видишь, как одна костичка заплелась, ничего нету, а другая с бантиком. Пойдем спросим у нее. Подошли: «Девочка, ты наше спасибо не видал?» А девочка говорит: «Да, это, говорит, спасибо-то не видно». А я говорю: «Слово хорошее надо сказать. Это такое хорошее слово, что надо всем говорить спасибо, которые тебе что-нибудь делают». Хороший. Хорошее, да. Или что-то гости не дадут. Да? Всем надо говорить. Это слово хорошее. А вы, Можно говорить спасибо. вы, наверное, не сказали кому-то спасибо. Да, вы это не умеем сказать. Давай пойдем, скажем этой бабушке, которая перед меня кормила. Пошли этой бабушке, встали около крылечка и заорали: «Спасибо!» А бабушка наконец-то дошла. Вот так, спасибо.